пришел на флюорограф 1 числа, 1 октября, сдал флюорографию, и мне через неделю, не через неделю, в конце, в пятницу звонят и говорят, так и так, надо вам пройти анализы сдать и рентген пройти. Что такое? Да у вас там какое-то пятно на легком, по-моему, нашли. Ну ладно, пришел, на рентген сходил, сделали снимки, точно, какое-то пятно есть. И все, и пошло-поехало, закрутился по кабинетам, повезли, поехали в город, отправили на КТ, там делали, КТ сделали, опять сюда, вот, катался целый месяц, то туда, то сюда, собирался документы, сказали, надо ехать в онкологию проверяться. Все, документы все собрал, то есть в онкологию посмотрели, сказали, что, ну как, не злокачественно, но лучше убрать, пока она маленькая. Ну вот, сказали, ваше право, хотите сейчас, хотите, понаблюдайтесь еще. Пока домой ехали с женой, поговорили, она говорит, а что будешь тянуть, давай собирай документы, и все, и поехали. У хирурга спросили, он говорит, в течение какого, ну, как операцию, когда делать будет. Он говорит, ну, завтра соберете документы, послезавтра операция будет. Ну и вот я в течение недели собрал документы, все справки, и поехал на операцию. Когда только рентген прошел, и сразу мысли были, думки сразу, нехорошие сразу пошли. А когда уже потом все собрал, все справки, все это, думаю, рано или поздно, чем дальше тянуть ее, лучше уже сейчас сделать. Спасибо, конечно, что быстро все сделали. Быстро и очень удобно прям. В октябре месяце я заболела. У меня, может быть, можно сказать, вирусное было заболевание, но при этом очень сильно болела поясница. Вот, я обратилась в нашу больницу, вот, к нашему терапевту, и провели исследование, да, так сказать. Вот. Оксана Владимировна, наш терапевт, послала меня на УЗИ. Сделали мне УЗИ почек, и там была обнаружена опухоль. Затем прошла ряд анализов, потом сделали мне компьютерную томографию. Там подтвердили. Затем я была направлена в онкологический диспансер, да, центр. Вот. Там 9 ноября у меня была проведена операция, удаление правой почки. Когда мне поставили диагноз, что у меня рак первой степени, и что нужно обязательно оперирование, я, конечно, была, как можно сказать, в шоке, но очень мне было страшно. Но, конечно, поддержка, еще раз повторюсь, что поддержка близких людей, поддержка врачей. Вот. И там также в онкологическом центре также поддерживали меня врачи, очень хорошие хирурги, молодцы, очень молодые, талантливые люди. Я хочу сказать им тоже большое спасибо. Я бабушка-то 6 внуков, 3 детей, у меня очень прекрасный муж, прекрасные дети. Вот я знала, что они меня ждут, что они меня ждут дома. Вера в то, что будет все хорошо. Бәрі жақсы деп үміттендім. Прекрасное будущее моего народа, нашей страны. Все это как бы мотивировало меня. Вот знаете, я даже не боялась идти, даже не плакала я. Вот. Я хочу сказать, я даже была уверена, что будет все хорошо. Такой диагноз поставят, например, да, врачи, что самое главное не бояться этого ничего. Пройти все обследования, которые они говорят, и ничего не бояться. Как мы услышали сначала, это бірінші это Аллаға рахмет, екінші врачам большой рахмет. Вот они обнаружили. Ну, бабушка жаловалась на спину, говорит, спина болит. Ну, обследовали. Большой рахмет, конечно, врачам нашим, участковым врачу Оксане Владимировне. Ну, конечно, когда обнаружили, что вот эта болезнь,
Само название как это, онкологическая болезнь. Конечно, страх сразу. Вместе прожили мы уже 45 лет. И очень тяжело, конечно. 3 детей у нас. И когда услышали эту болезнь, самое уже, знаете, страшная эта вещь. Одно название такой болезни уже мы боялись, конечно, но взяли себя в руки, успокоили бабушку, дети приехали, успокаивали ее и поехали. Сделали срочную операцию быстро. Ну, удачно все прошло. Потом ждали результат с Алматы, сказали врачи, подождите еще. Дня 3-4 ждали, в напряженке. Ездили в больницу, успокаивали бабушку. Сама вот атмосфера в больнице, знаете, тоже страшно. Ну, мысли разные были, конечно. Знаете, уже с годами, вот сколько прожили, вот, боитесь близкого человека потерять. Тяжело было. И болезнь такая, и Аллах услышал нашу молитву. Уход сильнейший. Внимание сейчас больше уделяем, конечно. Ничего не даем делать дома. Хотя она такая, ой, с кухни не вылазит. Активная. Ничего не даем делать. Я даже сам полы мою иногда. Серьезно, вот сейчас как-то больше внимания вот сейчас после этой болезни и не даем ничего делать. С надеждой надо жить. Мы боролись за бабушку. Сейчас рады прямо. Все позади.